W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, niechaj będzie pochwalony Najświętейший сакрамент. Правдивое тело и кровь Пана нашего Иисуса Христа. Niechaj będzie pochwalony Najświętейший сакрамент. Правдивое тело и кровь Пана нашего Иисуса Христа. Niechaj będzie pochwalony Najświętейший сакрамент. Правдивое тело и кровь Пана нашего Иисуса Христа. Jednoczką do Bożej miłosierności хочем молиться и просить за грешники в этом годе. Pierwszy raz pриступят до сакраменту покаяния, охотно и добро приготовились, а так само за их батьков, как были узором и допомагали им виконувати обов'язки, складені по проскрост, а тим самим поглибляють свою віру, надію і любов. Так само просим о Божьем благословении и узмацнении этих семей. Пам'ятаємо за душу чисту церкви і за тих, хто в эту хвилину помирає. Ojcze nasz, który jest w niebie, święci się imię Twoje, przyjdź władarstwo Twoje, bądź wola Twoja, jak w niebie, tak i na ziemi. Хлеба нашего, что темного, дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим. И не вводь нас в искусу, але избав нас от злого. Witaj Maryja, pełna łaski, Pan z Tobą, błogosławiona Tymi żeńczynami i błogosławiony plod łonia Twojego Jezus. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Wieru Boga i cał Всемогутного, Stworителя неба и земли, и Иисуса Христа, Сына Его, Единого Пана нашего, який був зачатий від Духа Святого, народився в Діві Марії, замушений при Понтії Пілаті, укрижований, помер и был похованный, зайшов до тьмы, на третий день воскрес померлых, взошел на небо, сидит праворуч Бога и цал Всемогутного, тут придя судить живых и померлых. Веру Духа Святого, святый костел католицкий, едность святых, отпущение грехов, воскрешение тела, житье вечное. Аминь. Отче предвечный, охраняй Тебе тело и кровь, душу и воскрес, наимилейшего Сына Твоего и Пана нашего Иисуса Христа. Капера просить за грехи наши и всего свету. Его болезнь муки. Будь милосердный до нас и до всего свету. Его болезнь муки. Будь милосердный до нас и до всего свету. Его болезнь муки. Будь милосердный до нас и до всего свету. 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 Отче предвечный, охраняй Тебе тело и кровь, душу и воскрес, наимилейшего Сына Твоего и Пана нашего Иисуса Христа. Капера просить за грехи наши и всего свету. Его болезнь муки. Будь милосердный до нас и до всего свету. Его болезнь муки. Будь милосердный до нас и до всего свету. Его болезнь муки. Будь милосердный до нас и до всего свету. Его болезнь муки. Будь милосердный до нас и до всего свету. Его болезнь муки. Будь милосердный до нас и до всего свету. Его болезнь муки. Будь милосердный до нас и до всего свету. Его болезнь муки. Будь милосердный до нас и до всего свету. Его болезнь муки. Будь милосердный до нас и до всего свету. Его болезнь муки. Будь милосердный до нас и до всего свету. Его болезнь муки. Будь милосердный до нас и до всего свету. Отче предвечный, охраняй Тебе тело и кровь, душу и воскрес, наимилейшего Сына Твоего
как просить за грехи наши и всего света. теле его болезной муки, Будь милосердный до нас и до всего света. теле его болезной муки, Будь милосердный до нас и до всего света. теле его болезной муки, Будь милосердный до нас и до всего света. теле его болезной муки, Будь милосердный до нас и до всего света. теле его болезной муки, Будь милосердный до нас и до всего света. теле его болезной муки, Будь милосердный до нас и до всего света. теле его болезной муки, Будь милосердный до нас и до всего света. теле его болезной муки, Будь милосердный до нас и до всего света. теле его болезной муки, Будь милосердный до нас и до всего света. теле его болезной муки, Будь милосердный до нас и до всего света. Отче предвечный, охраняй на теле кровь величного Сына Твоего, и Пана нашего Иисуса Христа, Как просить за грехи наши и всего света. теле его болезной руки, Будь милосердный до нас и до всего света. теле его болезной руки, Будь милосердный до нас и до всего света. теле его болезной руки, Будь милосердный до нас и до всего света. теле его болезной руки, Будь милосердный до нас и до всего света. теле его болезной руки, Будь милосердный до нас и до всего света. теле его болезной руки, Будь милосердный до нас и до всего света. теле его болезной руки, Будь милосердный до нас и до всего света. теле его болезной руки, Будь милосердный до нас и до всего света. теле его болезной руки, Будь милосердный до нас и до всего света. теле его болезной руки, Будь милосердный до нас и до всего света. Отче предвечный, охраняй себе тело и кровь, душу и воскресни, милейшего Сына Твоего, Пана нашего, Иисуса Христа, Как просить за грехи наши и всего света. теле его болезной руки, Будь милосердный до нас и до всего света. теле его болезной руки, Будь милосердный до нас и до всего света. теле его болезной руки, Будь милосердный до нас и до всего света. теле его болезной руки, Будь милосердный до нас и до всего света. теле его болезной руки, Будь милосердный до нас и до всего света. теле его болезной руки, Будь милосердный до нас и до всего света. теле его болезной руки, Будь милосердный до нас и до всего света. теле его болезной руки, Будь милосердный до нас и до всего света. теле его болезной руки, Будь милосердный до нас и до всего света. теле его болезной руки, Будь милосердный до нас и до всего света. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny. Zmiłuйся над нами и над всем светом. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny. Zmiłuйся над нами и над всем светом. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny. Zmiłuйся над нами и над всем светом. O krov i вода, яка виплила з найсвятейшего серця Ісуса, як криниця милосердності для нас. Доверяем О Тебе. кров і вода, яка виплила з найсвятейшего серця Ісуса, як криниця милосердності для нас. Доверяем О Тебе. кров і вода, яка виплила з найсвятейшего серця Ісуса, як криниця милосердності для нас. Доверяем Тебе. Єзу, Доверяем Тебе. Єзу, Доверяем Тебе. Єзу. Доверяем Тебе. Святая сестра Фаустина, Молись за нас. святий Ян Павел II, Молись за за нас. наставленців Твого Запорського. Молись за нас. Ще святия Божия, Молись за за нас. душу чисту терпячи і зберігаючи добрий Єзу наш Пане, Дай им вечное спочивание. нехай відпочивають у супокої вічним. Аминь. В ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Аминь.
Отца и Сына и Духа Святого. Amen. Отзывай. Из духа Твоим. Мужи галилейские, чаму стоите и углядаетесь в небо? Гэты Езус узяты ад вас у неба, прыйдзе гэтак сама, як вы бачылі яго, узыходзячым на неба. Аллелуя! Падчас гэтай святой імшы малюся за памерлую Тересу, просячы адзін год па смерці, просячы для яе, каб добры міласэрны Пан прабачыў ей правіны і прыняў у супольнасць усіх святых. Перапросім за ўсе нашыя грахі, каб вы маглі з чыстым сэрцам скласці гэтую найсвяцейшую ахвяру. Пане, Ты послал и оздоровить скрушенным сердцем, zmiłuj над нами. Zmiłuj над нами. Христе, Ты придешь судить живых и померлых, zmiłuj над нами. Zmiłuj над нами. Пане, які сядзеш праваруч Айца Бога, каб заступаться за нас, zmiłuj над нами. Zmiłuj над нами. Нехай zmiłujется над нами Бог Всемогутный, и отпустивши нам грехи, доведи нас до життя вечного. Amen. Хвала Вышиня Богу, а на Землі покой, людям доброй воли. Хвалим Тебе, благословляем Тебе, кланяемся Тебе, прославляем Тебе, дякуем Тебе для великой хвалы Твоей. Пане Боже, волоком небесный, Боже, Отче всемогутный, Пане Сыне одинородный, Иисус Христе, Пане Боже, Баранку Божий, Сыне Отца, які береш на себе грехи і світу, змилуйся над нами, які береш на себе грехи і світу, прийми молитвы наши, які сядешь праворужайца, zmiłujся над нами. О, тільки Ти святий, тільки Ти наш Пан, тільки Ти найвищейший, Єсу Христе, з Духом Святим у хвалі Бога Отця. Amen. Молимся. Всемогутный Боже, у Него шествие Твоего Сына, это возвышение человечей натуры. Прими от нас подяку, якие мы полные святой радости Тебе узносим, с надеей, что, як члены мистичного тела Христа, злучимся с Ним нашей головою в вечной славе, и они с Тобою живи и благодарить в едности Духа Святого, Бог празущая и вечная. Amen. Читання книги «Діїв апостолів». Першую книгу я написал Теофілі про все, що робив Єсус, і чому учив від початку аж до дня, у який узнесся, давши праз Духа Святого загади апостолам, яких вибрав, де перед якими з'явився живим після своєї муки у шматликих доказах. На протягу 40 днів об'являвся їм
і казав про Божие владарство. І коли разом ели, наказав им не обиходить з Єрусалима, але чекать обіцяного Отцом, про що ви чули від мене. Я хрестил водою, а вы будете охрещены праз некалькі дён Духом Святым. А собрания пытались у яго: «Пане, ці не ў гэтым часе ты адбудуеш королевство Израиля?» Ён жа адказаў ім: «Не вам ведаць часы ці поры, якія Отец прызначыў сваёй уладай. Але прыміце моц Святого Духа, які на вас сыдзе, і будете моими свидками у Иерусалиме, и во всей Юдеи, и у Самарии, и аж до краю земли». И сказавши это, ён узнесся на вачах ихних, и облако забрало его з ихних вачей. И коли яны пильно узиралися в небо, як ён узыходзіў, вось два мужи стали перед ими у белым одении и сказали: «Мужи галилейские, чего стоите и углядаетесь в небо? Гэты Иисус, узятый от вас на небо, прыйдзе так само, як вы бачили его, коли он узыходил на небо». Гэта Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Узнесся Бог под радостные вокличи. Узнесся Бог под радостные вокличи. Усе народы пляскайте в долони, радостным голосом вскликайте Богу. Бог грозный, Пан наивысшейший, великий владар над усей землей. Узнесся Бог под радостные вокличи. Узнесся Бог под радостные вокличи. Пан привук, как трубы. Спевайте Богу, спевайте. Спевайте нашему владару, спевайте. Узнесся Бог под радостные вокличи. Бо владару всей земли Бог, Ему им спевайте. Бог владарит над народами, Бог сидит на своем троне святый. Узнесся Бог под радостные вокличи. Читання послання святого апостола Павла до Ефесу. Брати, Бог Пана нашего Иисуса Христа, Отец славы, дал вам духа мудрости и открытия в познании Его, и просветлил Божье сердце вашего, как вы ведали, чим надія покликання Його, і якою багаття славних спадщини Його для святих, і якая неизмерная велич моці Його у нас, верующих в раздельной могучной силы Його, якую Он выявил у Христе, коли воскресил Его з мертвых и посадил праворуч себе на небесах, еще и зауселяя княжами, и уладу, и силу, и панованию, и зауселякое имя, якое называют
не толькі ў гэтым веку, але і ў будучым. І ўсё пакарыў пад ногі ягоныя і паставіў яго панад усім галавою касцёла, які ёсць целам ягоным, паўнатою таго, хто напаўняе усё ва ўсім. Гэта Слова Божие. Дякуємо Пану Богу. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Ідіть, навчайте всі народи, каже Пан. Я з вами во всі дні аж до скончення віку. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Пан з вами. И с Духом Твоим. Закончение Святого Евангелия по Матфея. У той час 11 учняў пайшлі ў Галілею на гару, куды загадаў ім Езус. І калі яго ўбачылі, пакланіліся яму, але некаторыя сумняваліся. Тады Езус наблізіўся да іх і сказаў ім: «Дадзена мне ўсялякая ўлада на небе і на зямлі. Дык ідзіце і навучайце ўсе народы, і хрысціце іх у імя Отца і Сына і Духа Святога, вучыце іх захоўваць усё, што я загадаў вам, і вось я з вамі ва ўсе дні аж да сканчэння веку». Гэта слова Пана. Хвала Тебе, Христе. 11 учняў пайшлі ў Галілею на гару, куды загадаў ім Езус, і калі яго ўбачылі, пакланіліся яму, але некаторыя сумняваліся. 3 гады навукі, размнажэння хлеба, перамена вады ў віно, столькі цудаў, наконец Езус Христос праз 40 дзён, некаторыя укладалі пальцы, рукі ў раны, глядзелі на Езуса Христа, датыкалі, разам спажывалі ўжо пасля смерти паўстання, але яны і так сумняваліся. Чи з вас хто сумнівається? Калі так, то добре. Тому що, поглядіться, стільки цудов було, стільки знаків було. Учні, які бачили Христа, бачили його з мертвих повстання. Це для нас хороший знак. Може трошки смутний, бо поглядячи на тих апостолів 12, які були, 11 залишилося, але все одно сумління було. Сумління. Ті, що бачили чудо. Бачили, як Христос узиходить на небо. Але написано, але некоторые сумнівалися. Это для нас, когда мы сомневаемся в каких-то справах. Как мы не смутились, бо мы ж чудом не бачили. Что это показывает? Это, браты и сестры, показывает только одно. Який бы чуд с тобою не отбылся, и он тебе не наверное. Какая бы ситуация с тобой не сбылась, она тебе так само не наверное до Бога. Нет. Он наверное не отбывается отсюда. А такой ситуации страшной. Когда поглядите, дети, кто может захворел, еще начинают молиться, все приходят, обнимаются один одного жалеют. Ну, наконец, Бог залил суд за этим человеком. Это дитя прожило. А эти люди не навернулись. Они не ходили в костюм, ходили в коридор несчастья, а потом снова вернулись от Бога. Хоть суд был, отбылся суд, человек продавали, лекари роковали, что его никто не уратует. Им уже обіцяли там у серці своїм, що ми, напевно, змінимо своє життя. Але ситуація не змінила. Так і для нас так само. Еще раз знак того, что не суд меняет человека. Не суд. Иисус Христос, коли про 40 дней после смертного повстания, что обвещает, чего научает апостолов? Только одно обвещает.
а в володарстве Божьем. Не об тим, а в тим в серці. Бо володарство Божие повинно бути у нас. Докладно слово звучать такие. И мы повинны зрозуміти, що Ісус Христос обвящає в це володарство Боже було у нашому серці. Але коли воно було, оттуда треба викинути усе злое, яке є. Это как мы, коли с памятаете, за часом учебной слишком приходилось в магазин куплять сметану с такими сбавками, бетончиками, которые говорят. Так как эти бетончик наполнить мазута якой-нибудь и плестить полную, сказать, налейте сюда сметаны, то так ничего не есть. Все вылилось. Треба опорожнить. И так само наше сердце повинно быть опорожнить. Иисус Христос про это не говорит. Про 3 года я обучал их, и про 40 дней про то же самое говорил. А я не даю сомневаться. Бо наверное, не вернется с суток, я бачу. Нам так, мы, может, так и молимся, если они уже зроби нам суд, дай мне кто-то какую-нибудь книжку, скажи мне, какой способ поступать, как я свое жизнь изменил. Не изменишь. Пока ты не опорожнишь свое сердце. Бо что у сердце твоим, то и на устах твоих в другом месте Иисус Христос скажет. И ничего другого не будет. Чем мы наполняемся, чем мы наполнили нас, то и у нас и будет. Яка ситуація нам болить, так і будуть говорити сучасний світ, написати сучасний світ людей. Такая скороговорка была. И она говорит, что и даже Соломон с пустого не налил. И он не только что, даже Соломон может перевести уполненный налил. Пока его заполненные, вылечены. Товар это был эти бруды, эти ненависти, а наполнять наше сердце якимось добром. Колись давным-давно у польской литературы дети учили такую скороговорку еще. Эта скороговорка была про кондуктора, який йшов у поїзді і вошел у вагон, який був заповнений дітьми. І почав: «Дети, хутко приготовились, дети, чого ви тут кричите? Дети, всі мирно стоять, дети!» І почав на них кричати. Але в певному моменті вийшов на коридор, поглядел в окно и вернулся. И вернулся вот: «Дети, коли ласка, доставайте билеты, это я ваш кондуктор, хочу вас говорить, чего вы такие смутные, может больше радости, как у вас было?» И до этого кондуктора подходит одно дитя. Говорит: «Скажите, дяденька, а что с вами такое осталось, что вы только 30 секунд тому назад так на нас орали и кричали? А вышли на коридор, поглядели, поузирались в окно, вернулись, и вы у нас такие добрые. Тотально изменились на 180%. Она говорит: «Ведаешь что, у меня дитя, вельми моцно хвореет. И сегодня была вельми важная операция. Я вышел на коридор, потому что окрас проезжал напротив своего дома, где я живу. Я договорился с жонкой, когда эта операция удастся, как у хати горели агенчики у 2 комнатах. А когда эта операция не удастся, как были агенчики воздушные, я зауважу 2 агенчика делали. А это от нашей ситуации мы так глядим на этот сучасный свет. Пригожая история. Это показывает, как мы когось другого человека принимаем. В який способ мы до его наставлены, в какой ситуации, что мы переживаем. И нам так сдается, что увесь такий свет. А Иисус Христос говорит иначе. Иисус Христос иначе звертается. Говорит, как мы больше умели давать добра, как мы больше умели нести радости один одному. Когда мы бачим когось такого веселого, который справді, з которым приємно пробувати, там ми ж не говоримо, що він такий є, трошки велосиковатий, трошки дуроватий. Постоянно улыбається до всього. Він може має ласку Божу. І з кожної справи уміє розв'язати. Я в семінарі, коли учуся, от один старший був за мною такий клерик, курс один старший, називався Гжегош Кремль. Уже сьогодні свята, хорошка, это на Немеччине. Мне так само запрашал, как я его наведал, может, коли поеду. И он у семинарии имел співбрата, вже один там його на року остався, і співбрат він дарував. Чому?
Я буду таки спокійно на тих живеш. Нікуди не спішиш. Треба щось зробити. А, успіємо. На кожну секунду, так успіємо, потім приходимо робити. А все по полках, что были, договаривались. Ну, зробите или не зробите? Зробили нормально. Прихожу, все было добро. Если бы ходил в город, то, а я так успею. Спустимся, назад, никто нам семинары не закрыли, будем стучать в окна, закрыть. Так было сразу, потому что нас метели косали. А я приходит думаю, а что такое? Ну, тягните спустимся, ну, что там, что? Тягните спустимся, не спать не семинары, надо походить только. И он 22 закрывался, и мы лежали у нас. Ну все, уже двери закрыты, мы ключи маем. Ты просто не войдешь, мы все спустим. Ключевали только наши настоятельные. Там мы стучали до буханки. Там открывалась. Ну, не про окно, а про дверь. Такие это способы было. И мы, кстати, так в нашем житті повинны шукать этого добра. Этим добром уметь поделиться. А мы так что хотим? Мы так хотим все знать. Поглядите, что в сегодняшнем читании первым мы прочитали, собранные пытались у его пане, чи в этой части отбудуешь королевство Израиля. Езус же отказал им. Не вам ведать час, ті пори, які Отець призначив своєю владою. Коли припомню, як Ісус Христос буде говорити апостолам учням своїм, які будуть, скаже, що усі помруть там смертю, отдадуть життя за його. А проча не скаже, а я не скажу вам, що буде з вами. Коли прийшов Петр на Ісуса Христа і питав, пане, а скажи нам, що буде з вами? А Ісус Христос скаже, не твоя справа знать, что будет с Яном, апостол. Не твоя справа знать. Мы бы так хотели знать все. А это хоть не твоя справа знать то, что с тобой сегодня отбывается. И коли это меня, бо коли мы доверимся, это нам зашкодит. Это бы, напевно, зашкодило апостолу Петру и всем остальным апостолам, как доверились, что я апостол, может, не помре смертью мучеников, а будет жить так долго и будет конец своего життя, обдумывая все слова и напиши Евангелие, которое сегодня читали. Не наша это справа. Мы так хотели бы знать, коли что будет отбываться в нашем житті. Хтось нам витлумачив. Поглядите, що вибрати собі лікаря, доброго лікаря, який має жонку. І цей лікар так добрий, що знає кожну косточку своєї жонки. Кожну мышцу знає, кем там розбудована, яка косточка, ті, які позвоночник, чи руки равнять, чи не равнять. Чи він знає свою жонку? Не знає її. Не знає. Он знає тільки фізіологію этой жонки. Из чего она состоит, этой костей. А не зная, что в сердце я не познал. Это для нас знак такий, что мы маем познавать в ужасном свете. То, что у глубине поблагодарство мое, Иисус Христос скажет, не с этого свету. И когда эти слова прогучали, ті не в этой части отбудуешь королевство Израиля, вы даете, что доброе питание. Нет. Апостолы пытаются, мы 3 года ходили, уже Иисус Христос на небо пойдет, а они еще пытаются. Раз Иисус Христос, ну в этой части будешь благодарство небесное. И приходит Израиль, пытаются, может, наконец мы Рим сдобудем. Бо Рим был предназначенный, браты и сестры, для кого? Для евреев, не переконанные, что придет Мессия, и они, наконец, вступят на Рим, и всех королей, которые там есть, и Пилаты эти поскидают, и будете они в Риме, в своем благодарстве, в королевстве. А Иисус Христос не тлумачите, не тлумачите, а просто говорит, не ваша справа. Иисус Христос однако говорит про другие же. Мы с вами пытаем прожечь земные, а Иисус Христос нам показывает. И так отказывает нам прожечь. И мы говорим, мы не разумеем. А нам не треба разуметь. Что мы знаем, процессоры, работающие в компьютере, не знаем. А ведь его как стали после нашего добра. Как мы не пробовали разуметь теперь. Бог кто-то скажет, я не разумею Бога, и я не хожу в костел. Я не разумею этой справы, и я не молюсь. Нет. Мы заслужили нашего. Так, не користайся компьютером, ти не розумієш, що він працює. І жодних других речей, які не видиш, які для чого не слухати. Тому що ти користаєшся. Нам Бог не допомагає. І
Тут гэта саме допомагає. Тільки що справі духовної, яка не бачить на світ, а у життю вічне. Просим, як ми були, як сьогодні ми почули на уступ та антифона з діяння апостольських мужей галілейських, чого стоїте і углядаєтеся у небо? Чего стоите и углядаетесь в небо? Что это означает? Стоять на месте, это не развиваться. А з'явилося два ангела в блискуче ходіння. Вот не стойте на месте, а идите далее. Еще далее, чем с того, что вы отримали от науки Иисуса Христа. Познайте, по-справжньому, этой Божий свет, який створений. І дякуючи этому, вам буде подаровано тое, что я вам обещал. А не примите моц Духа Святого, який на вас зайде. И будьте моими свидками в Иерусалиме, и во всей Иудее, и в Самарии, аж до краю земли. Аминь. Господи, на Бога, это все могутно расхвалителя, небо и земли. Все важно, не важно. И единого Пана Иисуса Христа, Сына Божьего одинородного, Зайца народженного, перед всеми веками, Бога от Бога, светло от светла, Бога соправдного от Бога соправдного, народженного, а не створенного, одиносутного Отцу, раз якого все сталося, и Он для нас, людей, и для нашего спавления, зышел с неба и утеловился от Духа Святого, с Девы Марии, и стався человеком, выживаний так само за нас, при Понскім Пилате, был замучений и похован, и на третий день воскрес, поводле Писания, и взошел на небо, сядить праворуч Отца, и знов придя у хвале, судить живых и померлых, и яко володарству не буде конца. Веру в Духа Святого, Пана и Животворцу, який Зайца и Сына походить, якому разом Зайцом и Сыном належить поклонение и хвала, який промовляв праз пророков. Веру в один и святый католический апостольский костел, вызнаю один и крест для отпущения грехов и чекаю воскрешения померлых и життя вечного в будущем свете. Про Иисуса Христа, який зійшов на небо всяких правах життя, та один Бог наш, я прошу і за святий костел, который муж нам дишав Божою правду і вказував світу вічної коштовності. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Верил, как я обещали Христовое избавление усім народам, тебе просим. Выслухай нас, Пане. За народи, які переживають конфлікт, і як запанував в їх країнах, довго чекали спокою, тебе просим. Выслухай нас, За Пане. тих, хто не розуміє годності людського тіла, як і не розуміли, що воно призначено для уділу у вічному житті, тебе просим. Выслухай нас, Пане. За наших близких померлых, особливый способ за померлую Тересу, один год по смерти, как добрый милосердный Пан, пробачил ей провины и принял всю подность с воскресным Христом, тебе просим. Выслухай нас, Пане. За нас, удельников этой святой Иши, как надея на вечное житье, захватывала нас до сумленного виконання наших щоденних обов'язків, тебе просим. Выслухай нас, Пане. Може, вислухай наші просьби і ученика, прекрас справедливе життя на землі досягнули вічного життя з Христом у небо у шесті, якого сьогодні святкуємо, які живе і молодає, а все віки вічні. Аминь. Все мое життя, після передовой, назавсёды, в это мое сердце погляди, ты любовь моя, одинная, так я верую, Пане мой, все мое життя,
і цяпер дякуй назаўсёды. Гэта маё сэрца паглядзі, ты любоў моя адзіная. Я вярую, Пане мой, всё маё жыццё, і цяпер дякуй назаўсёды. Гэта маё сэрца паглядзі, ты любоў моя адзіная. Молитесь, как мою и вашу оферу принял Бог, Отец Всемогущий. Няхай Пан Бог прийме ахвяру з рук Твоих на прославление и хвалу имя Своего, а так само на користь нам и всему костелу святому. Ojciec Przedwieczny, pokorna składając Ciebie Twoją ofiarę, obrzeczystość i nieuszczęście Twojego Syna. Na Twój prośbę prozwiedzie święty, a imię daru, by uzmocnili nasze serce do nieba, przez Chrysta Pana naszego. Amen. И с Духом Твоим узносим мы до Пана, Dziękuję Panu Bogu naszemu. бо на это и справедливо. Правда и воля на это и справедлива, слушна и славенна, как мы заўсёды и всюду Тебе складали подякування, Святый Отче Всемогутний Вічний Боже, przez Христа Pana naszego. I On, после своего звездного повстания, открыто з'явився перед усіми своими учнями и на их очах взошел на небо, как мы могли удельничать в Его Божьем житии. Тому откупленное человечество во всем свете радуется в воскресению Христа, которое иного разом с усими святыми, śpiewają sobie hymn chwały niesłynna usklikaючи. Святый, 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 Пан Бог всемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей. Осанна на вышинях, благословенный Той, кто приходит в имя Пана. Осанна на вышинях. Милостивый Отче, покорно просим и молим Тебя, про Иисуса Христа, Сына Твоего, Пана нашего, как принял и благословил гэтые дары, гэтые приношения, гэтую святую и беззаганную ахвяру, складая Тебе, найперв за Твой святый католицкий костел, будь ласкавый одорвать с упокоем, оховывать, яднать и кировать им во всем свете, разом со слугой Твоим, папом нашим Львом, biskupом нашим Юзефом, и всеми, кто верно заховывая и вызнає католицкую и апостольскую веру. Пам'ятай, Пане, про слугов Твоих. И про всех тут присутных, верой и отданности, яких Ты ведаешь. За их мы приносим Тебе эту ахвяру, хвалы, и они так само ее Тебе приносят за себе, за всех своих близких, за откупление своих душов, за надею на избавление и уратование узносят свои молитвы до Тебе, до Бога вечного, живого и правдивого. У єдності з усім костьолом найсвятейший день, коли Пан наш, Твой Сын одинородный, узнес до хвалы по Твоей правице, з'єднаною з собою кволою человечую натуру, найперв спашаною вспоминаем благословленную завсёды Панну Марию, Мать Бога и Пана нашего Иисуса Христа, а так само святого Юзефа, обранника Наисвятейшей Панны Марии, святых апостолов и мучеников Твоих Петра и Павла, Андрея, Якуба, Яна, Тамаша, Филиппа, Варфоломея, Матфея, Симона, Тадеуша, Лияна, Клеата, Климента, Сектеса, Корнелия, Киприяна, Лавренция, Хризакома, Яна, Павла, Косму и Дамяна, и всех святых Твоих, праздник заслуги и молитвы, нехай во всем оховывая нас Твоя опека. Памятай, Пане, Пане, ласкаво прими, просим гэтую ахвяру от нас, Твоих слугов, и от всей семьи Твоей. Заховай дни наши у Твоим спокое, звал нас от вечного рассуждения и долучи до Твоих выбранных.
Просим Тебя, Боже, мощью Твоего благословения, освети эти дары и учини их доскональной и милой Тебе охвятой, как станешь для нас телом и кровью Твоего наимилейшего Сына, Пана нашего Иисуса Христа. Напередодні муки, Йо узяв хліб у свої святые і достойні руки, подняв в очі до неба до Тебе, Бога, Отца Всемогутного, и подяку Тебе складаючи благословил, ломал и раздавал своим учням, кажучи: «Берите и ешьте с этого все, бо это есть тело мое, якое за вас будет выдано». Подобным чином по вечері взяв эти почесний келих у свої святые і достойні руки. Знов Тебе подяку складаючи, благословив і подав своїм учням, кажучи: «Берите и пейте з його все, бо это есть келих крови моей нового и вечного заповету, якая за вас и за многих будет пролита для отпущения грехов. Это чините на мою память». Это великая таємниця веры. Обещаем смерть Твою, Пане Иисус, вызнаем Твое воскресение и шагаем Твоего прися в хвале. Пане, мы слуги Твоей, Твой люд святый, вспоминаем благословенную руку и воскрешение, а так само хвалебное небожествие Иисуса Христа, Сына Твоего, Пана нашего, складаем на святейшей величи Твоей, с Твоих даров и щедротов, ахвяру чистую, ахвяру святую, ахвяру бездоганную, хлеб святый життя вечного и келих вечного разбавления. Узглянь на ее милостиво и спогадно и ласкаво прими ее, як принял дары праведного слуги Твоего Авеля, ахвяру патриархи нашего Авраама, и святую и бездоганную ахвяру, якую принес Тебе наивысший святах Твой Мелхиседек. Покорно просим Тебе, всемогутный Боже, загадай своему святому анgelу, занести эту ахвяру на Твой небесный алтарь, перед обличием Твоей беской боской величи, как завсёды все мы, які удельничаем у этой ахвяры алтара и принимаем наисвятейшее тело и кровь Сына Твоего, отрымали щедрое небесное благословение и ласку. Памятай, Пане, про слугов Твоих, про Тересу, які одошли перед нами со знаком веры и спять у супокои. Просим Тебя, дай, Пане, им и всем, кто сподеется, спочивая у Христе, пробывать вместе с утешения, святла и супокою, так само и нам, грешным слугам Твоим, які сподеются на великую милосердность Твою, будь ласкавый дать уделу едности с Твоими святыми апостолами и мучениками, с Яном, Степаном, Матвеем, Варнавом, Игнацием, Александром, Марцелином, Петром, Фелицитой, Перпетуей, Агатой, Луцией, Агнешкой, Цицилией, Анастасией и всеми святыми Твоими. Уведи, просим и нас у их супольность не деля наших заслугов, а и дякуючи Твоему промочению, праз Христа, Пана нашего, праз якого Ты, Боже, у всех эти доброты неспынно створаешь, освячаешь, оживляешь, благословляешь и нас ими наделяешь. Праз Христа, с Христови у Христе, Тобie, Boże Ojcze Всемогутny, u jedności Ducha Świętego, usia Waszała na nich chwała, prazu ziemia i wieczny jak. Amen. Называемся детьми Божьими и изумляемся. Тому осмеливаемся сказать: «Отче наш, который есть в небе, святися имя Твое, приди благодарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня,
и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим. И не вводь нас в спокусу, а избав нас от злого. Просим Тебе, Panie, zbaw nas od всякого злого. Дай ласкаво супокой дни наши, да поможи нам милосердности Твоей, как мы были завсёды вольны от греху и захованы до всякого неспокою, чекали исполнения счастливой надеи и прийшся Збавцы нашего Иисуса Христа. Бо Твое благодарство и моц и хвала навеки. Panie Jezu Chryste, Ty skazał apostolom Twoim, supokój покидаю вам, supokój mój daju вам. Просим, не зважай на грехи наши, але на веру Костела Твоего, и будь ласкавый згодно с Твоей волей, одарить его супокоем и едностью, яки живешь и благодаришь на веки вечные. Аминь. Супокой Пана, нехай завсёды будет с вами. И с Духом Твоим. Передайте ближнему знак супокою. Баран Божий, який вяриш на себе, грехи свету, змилуйся над нами. Баран Божий, який вяриш на себе, грехи свету, змилуйся над нами. Баранку Божий, який вяриш на себе, грехи свету, одари нас упокоем. Ось баранок Божий, ось той, хто бере на себе грехи світу, благословленные, покликанные на вечеру ягоную. Аминь. Я не варты, как ты вошел до меня, а не скажи только слово, и будет оздоровлена душа моя. Номер 5. Єду у серці ти мої, радость волнения мне открыл, стал для меня крыницей глаз, будь благословен Боже наш, что я тебе учинить могу. А показать любовь мою, волю Твою завжди приймать, і серця чистим заховать. Єзу, не покидай мене, моя душа тобой живе. Учась терпения поможи, выкрывать Твоей любви. Учась терпения поможи, выкрывать Твоей любви. Сердце ты мои, радость волнения мне открыл, стал для меня крыницей глаз. Будь прославленный Боже наш, что я тебя учить могу. Как
показать любовь мою, волю Твою завжди приймать, і серця чистих заховать, Єсу не покидай мене, моя душа тобой живе, участь терпения поможи, выкрывать путь Твоей любви. Участь терпения поможи, выкрывать путь Твоей любви. Хвала, Хвала, хвала Тебе, великий Бог. Хвала, хвала, хвала Тебе, великий Бог. Днем и ночью, Боже, славлю я Тебе. Несчастливый я, что Ты живешь во мне, испеваю для Тебе я им хвалы. Со мною, Боже, Ты завжди, со мною, Боже, Ты завжди. Молимся. Всемогутный вечный Боже, Ты уже на земле даешь нам уделу небесных таемницах. Просим Тебя, наполни наши сердца Твою по небе, теле нашей человечной сущности, пребывая с Тобой в Христе Иисусе. Яки живи и владарить на веки вечные. Аминь. Добре, что вы есть, что приходите, примите Божие благословение и памятайте, что от вашего наставления, якое на буде, таки и буде свет, коли мы так вот только выйдем с костела и поглядим, який прихожий день, и скажем: о, дякую Богу, что еще полдня можем святкувати в небо Степана. Это одно наставление. А коли выйдем с костела и скажем: ну наконец-то хоть эта имша закончилась, может быть и день уже минул. Вот это уже другое наставление для нашей жизни. Добрым наставлением сами в себе мы могли сузирать и мкнуться до володарства небесного. Примите Божие благословение от вами. И с Духом Твоим. Ответите ваши головы на благословение. Всемогутный Бог нехай благословить вас. Бо сегодня его одинородный Сын взошел на небо, как и вы могли прийти туда, где Он пребывая в славе. Аминь. Христос, спася своего мертвых повстания, з'явився своим учням. Нехай Он будет для вас и гостивым судьёю, коли прийде судить живых и померлых. Аминь. Христос сядет в славе праворучайца, нехай Он одорит вас радостью своей присутности, бо обещал, что будет с вами до конца свету. Аминь. Благословение всемогутного Бога, Отца и Сына и Духа Святого, нехай сыйде на вас и застанется назавсёды. Аминь. Идите в покое Христа.
Пану Богу. За наших близьких померлих, за померлую Терезу, владыка неба, обстежься, аллилуйя. Горько воля сердцем носила, аллилуйя. У вас кровь юдек отказывал, аллилуйя. Бог за нас молися, аллилуйя. Веселися и радуйся, Панна Мария, аллилуйя. Бога Господи правдива, аллилуйя. Молимся. Боже, Ты бразу воскрешение Твоего Сына, Пана нашего Иисуса Христа, наполнил свет радостью. Учини просим, как про заступництво Его Матери Панны Марии, мы отримали радость вечного життя. Праз Христа, Пана нашого, во Отцу и Сыну и Духу Святому. Як была спраглеку цяпер і заўсёды, і на веки вечные. Аминь. Добрый Езо наш Пане, Дай им вечное спочивание. нехай odpoczywania u spokoju wiecznym. Аминь. Święty Archanioł Michale, Бережи нас у змаганні, будь нам обороною, супроть спокуси і пасток злого духа. Покорно просим, нехай його знищить Пан Бог, а Ты, князю войска небесного, могутностью Божией, скинь у пекла шатана і інших злих духов, які на звуку душ снують по світі. Аминь. Близко Пан,